Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, И у нас следующее правило, сегодняшнее правило, оно из суры Худжурат, из суры Комнаты. И как ученые говорят, эта сура, она сура этикета. То есть в этой суре Аллаху Субханаху ва Тааля, обращаясь к верующим, к мусульманам, учит во многих аятах этой суре, Аллах Субханаху ва Тааля учит нас хорошему этикету, хорошему нраву. И сегодняшнее наше правило, оно из суры Худжурат, из суры Комнаты, 6 аят. И здесь речь пойдет о кораническом правиле, которое тесно связано с взаимоотношениями между людьми. А в наше время это правило особенно актуально, когда есть средства массовой информации, когда есть интернет, когда есть телевидение. Это правило особо является, то есть на это правило очень сильно нужно обратить внимание. И это благородное кораническое правило упоминается, как мы сказали, в суре Комнаты, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля предписывает нам этнические нормы и правила поведения. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я айюхаллазина аману ин джаакум фасикум бинабаин фатабайяну». Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к верующим, говорит: «О те, которые уверовали». И Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, говорит, когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит, обращаясь: «О те, которые уверовали», он говорит, то есть обратите на это внимание, он говорит, человек должен, мусульманин должен сразу свой слух, свое внимание обострить на это. Если Аллах Субханаху ва Тааля какой-либо аят начинает со словами «О те, которые уверовали», то есть он обращается к своим рабам, которые уверовали в Него, которые признали Его, которые поклоняются Ему, значит, он обращается к тебе, к мусульманину, и ты должен слушать, то есть внять этому, обратить на это внимание. И Аллах Та'аля говорит: «Я юхалладина аману», о те, которые уверовали, ин джаакум фасик. Если нечестивец придет к вам, бинабаин фатабайяну, если нечестивец придет к вам с вестью, принесет вам весть, Аллах Та'аля говорит: фатабайяну, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей. Ан тусибу кауман биджахалатин, чтобы вы не поразили своими словами, не поразили своими помыслами, своими предположениями невинных людей. А не то вы будете сожалеть о содеянном, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И этот аят имеет причину ниспослания. Есть причины ниспослания каждого аята, и причины ниспослания этого аята, ее упоминают муфассиры, толкователи Корана, и он связан со случаем, который был с Харисом ибн Динаром аль-Хузаи. Этот аят связан со случаем, с человеком по имени Аль-Харис ибн Дирар аль-Хузаи. И он был предводителем племени Бану Мусталик. И был такой случай, после принятия ислама, Аль-Харис, вот этот человек, договорился с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет в определенное время направлять к нему сборщика закята. То есть он жил где-то далеко от Медины, и они договорились с пророком так, что пророк будет отправлять ему человека, который будет собирать закят с его рода, с его племени. И однажды вот этот человек, который был назначен со стороны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел в путь. Но, не дойдя до половины пути, он чего-то испугался и вернулся обратно. То есть человек вышел, чтобы дойти до Бану Мусталик,
собрать с них закат и вернуться. То есть у руководителя этого племени и у пророка ﷺ был договор между ними, что пророк ﷺ будет отправлять ему этого человека. Но тот не дошел однажды и вернулся обратно. Аль-Харис, вот этот предводитель этого племени, был в недоумении от того, что так произошло. Он ждал, а посланец не пришел. И когда тот посланец вернулся, посланник Аллаха сказал, он сказал: «О посланник Аллаха, поистине Аль-Харис не дал мне закат и хотел убить меня». То есть тот сподвижник, который испугался на полпути и вернулся, он сказал: «Аль-Харис мне не дал закат, у него был помысл убить меня, поэтому я испугался и вернулся». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался, направил к Аль-Харису людей, группу людей уже. И группа людей, отправленных пророком, саллаллаху алейхи вассалям, встретились с Аль-Харисом в дороге. То есть так получилось, что Аль-Харис ждал этого посла, но посол не пришел. Аль-Харис в недоумении, тоже не понимая, что происходит, выходит в дорогу тоже к пророку, разузнать, почему человек не пришел, который должен закат собирать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разгневавшись на то, что сказал посол, отправляет тоже делегацию людей, чтобы разобрались с Аль-Харисом, то есть чтобы ясность пришла, и они встречаются на полпути. И он спросил их, Аль-Харис спрашивает этих людей: «Кто вы? Кому вы отправлены?» На что ему отвечает: «К тебе». И он спросил: «Зачем вы ко мне отправлены?» Люди сказали: «Поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к тебе Аль-Валида ибн Укбу», посла вот этого, да, и он утверждает, что ты не отдал ему закат и хотел убить его. Аль-Харис сказал: «Нет, клянусь тем, кто направил Мухаммада с истиной». То есть он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я вообще его не видел». Аль-Харис говорит: «Я его вообще не видел, и он ко мне не приходил». Когда же Аль-Харис зашел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда они в Медине уже встретились, тот сказал ему, пророк саллаллаху алейхи сказал: «Ты не отдал закат и хотел убить моего посланца?» На что Аль-Харис ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я не видел его, и он ко мне не приходил. И я выдвинулся лишь после того, как посланец не прибыл ко мне». То есть я ждал, он не прибыл, я вышел. Я побоялся того, что в этом заключается гнев от Аллаха и его посланника. То есть он вышел, потому что боялся, что это как-то может разозлить Аллах субханаху ва тааля и пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого Аллах субханаху ва тааля ниспослал аят, где сказал: «Я айюхалладзина аману, ин джаакум фасикун бинабаин фатабайяну ан тусибу кауман биджахалатин фатусбиху аля ма фаальтум надимин». О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. То есть здесь что? Мединцы подумали, что Аль-Харис хотел убить. Аль-Харис не хочет платить закат, он хотел убить посланца, они подумали. И что? Но Аллах субханаху ва тааля ниспослал аят, то есть проверьте сначала, Аллах тааля сказал, разузнайте, когда вам пришла весть. И эта часть хадиса, там есть продолжение хадиса, это очень длинный хадис, его приводит имам Ахмад в своем сборнике. И в одном из 7 видов чтения Корана, то есть мы знаем, что есть разные виды чтения Корана, и в одном из 7 способов чтения Корана слово «табайяну», то есть «разузнайте», да, оно читается как «тафаббату», то есть «уточните». «Я айюхалладзина аману, ин джаакум фасикун бинабаин фатабайяну», разузнайте, или «фатафаббату», уточните. И то есть это еще, то есть дополняет смысл, оно дает полный смысл, еще больше разъясняет нам смысл этого аята. И что мы понимаем из этого аята? Что Аллах субханаху ва тааля, то есть этот аят был ниспослан по определенному случаю, но он касается всех нас и сейчас. И этот аят предписывает всем верующим удостовериться в 2 следующих вещах. 2 вещи. Когда ты слышишь какую-либо весть, сделай себе правилом это удостовериться в 2 вещах. Первое – уточнить достоверность сообщения. Уточнить достоверность сообщения. Насколько это правда? Так ли это? Произошло ли то? Сказал ли этот человек на самом деле это? Уточни, узнай.
прежде чем принять и поверить. Ты услышал, но прежде чем принять и что-то делать, основываясь на этих словах, сначала узнай. Уточни, на самом деле это было ли или нет. И второе, узнай, о чем оно на самом деле. То есть, что значит узнай, о чем оно на самом деле? Может быть, то, что ты слышал, на самом деле произошло. Может быть, то, что ты слышал, на самом деле сказал кто-то. Но узнай, почему он это сказал. Узнай, в каких обстоятельствах это произошло. Мы сейчас ниже приведем примеры из сиры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И кто-то может спросить, есть ли разница между первым и вторым? Конечно, есть. Ведь сообщение может быть действительно достоверным, оно может быть правдивым, то есть на самом деле так было, но причина, подоплека может быть неизвестна. Для разъяснения приведем случай, произошедший из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это известный случай. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из своей мечети. Из мечети вышел, чтобы проводить до дома свою жену Софию. Он вышел из мечети, чтобы проводить до дома свою жену Софию. Его увидели двое мужчин и ускорили свой ход. Двое сподвижников увидели посланника Аллаха и ускорили свой ход. Он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: не спешите, поистине это София. Поистине это София. Таким образом, если бы кто-то из очевидцев сообщил, что видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шел в темноте с женщиной, то он бы сказал правду. То есть, если эти двое мужчин, которые видели пророка с Софией ночью, они увидели пророка с Софией, они потом бы сказали где-то: поистине мы видели пророка ночью с женщиной. Это было бы правдой? Было бы правдой. Пророк ночью шел с женщиной. Но он бы до конца, это было бы правдой, но не полной правдой. Потому что этот человек, который потом бы рассказал другим, что тот был женщиной, он не указал бы на суть этой правды. А это и есть знание подоплеки. То есть, а это кто была женщина? Жена. То есть, вроде бы, если сказать, что он был женщиной, это тоже правда. Но ты не знаешь вот этой подоплеки, то есть, что там, что как бы в сути, в корне лежит. И поэтому нужно уточнить. Это правда, но уточни, почему так. То есть, и пророк поэтому и сказал: это моя жена, это София. Он уточнил, то есть пророк понял, что они увидели его женщиной, и сейчас они что-то могут подумать. Шайтан может, сейчас разные мысли может в голову человека, там, да, человек сейчас может предполагать начать. И пророк сказал: стойте, стойте, остановитесь. То есть, когда они поспешили уходить, он сказал: остановитесь, это моя жена София. То, что они видели его женой, правда, но суть они не знали. И поэтому пророк им показал на суть этого дела. И поэтому мы тоже, когда что-то слышим, мы должны, если даже это правда, мы должны уточнить, а почему так, а что там было, а какой там именно случай был. Потому что часто так бывает, ты видел что-то, да, и рассказываешь, там, вот он вот так сделал, он вот так сделал, а ты не знаешь, почему он так сделал. Может, у него там жизненная ситуация, может, вопрос жизни и смерти стоял, а ты рассказываешь это. Да, это правда, но ты не знаешь, почему так произошло. И кто-то из-за этого может плохо подумать о ком-то. И Аллах субханаху ва тааля сказал: уточняйте. Фатабайяну. И это приказ Аллаха субханаху ва тааля. Аллах говорит: фатабайяну фи'аль амр. То разузнайте. И поэтому на нас лежит, если мы что-то слышим, узнаем, мы должны удостовериться, прежде чем принять эту информацию и что-то сделать с этой информацией дальше. И еще один пример, с которым мы можем сталкиваться ежедневно. Например, кто-то из нас увидел мужчину, такой пример, кто-то из нас увидел мужчину, входящего в дом. В то время, когда все люди идут в мечеть молиться. У меня у самого так бывает иногда. Личный пример могу привести. Например, я бываю в центральной мечети, и за 10 минут до азана или за 5 минут до азана я ухожу из мечети, чтобы приехать сюда, например, чтобы успеть на намаз сюда. И часто бывает, потом братья мне задают вопрос: а почему ты уезжаешь из мечети, да? То есть они видят меня перед азаном, уходящим из мечети. И то есть здесь тоже такой же пример приводит автор. И он говорит: кто-то из нас может увидеть мужчину, входящего в дом, в то время, когда все люди идут в мечеть молиться. Если впоследствии этот кто-то скажет или распространит весть,
что такой-то зашел в дом, ушел в дом, тогда как прозвучал азан, да, призыв на молитву, то он будет прав. Прав же он, то есть он же уходит. Но известна ли истинная причина? Почему он уходит? И знал ли он ее? То есть тот человек, который видел. Может быть, этот человек только там с пути уже помолился, возможно, да? Может, я мусафиром, может, был, я уже помолился. Или еще что-то, да? То есть, может, я болею, не хочу приходить в мечеть, распространять болезнь. Или какие-то другие причины могут быть, да? То есть, поэтому мы всегда должны уточнять, почему человек что-либо сделал или сказал. Может быть, даже мы правильно услышали, правильно видели, но все равно мы должны удостовериться. Есть еще один пример, с которым мы можем столкнуться. Также в месяц Рамадан, например, да, можем представить, что кто-то увидел, как человек пьет воду, да, или ест что-нибудь в дневное время. Кто-то может подумать, ага, он не постится, уразу не держит. И уже у кого-то может из-за этого плохие мысли начаться, да, то есть человек может начать плохо думать о ком-то. Ага, он не постится. А может у него там болезнь, или он тоже путник, и использует вот это разрешение, то, что путник может не поститься и так далее. То есть поэтому мы должны всегда удостовериться, если даже это правда, мы должны удостовериться, почему так происходит. Потому что вот мы привели пример, да, то есть второй вид чтения, в одном из видов чтения «фатабайяну» разузнайте и «фататhabбату» уточните, почему это произошло. И это кораническое правило указывает еще на некоторые моменты, которые мы с вами сейчас перечислим, тоже их несколько. Первое. Сообщение от справедливого человека принимается. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инджаакум фасик», если вам придет нечестивец, или человек, в котором вы сомневаетесь, или человек, которого вы не знаете, тогда да. А человек, который достоин доверия, справедливый, от него принимается сообщение и не отвергается. За исключением тех случаев, когда есть основания полагать, что он заблуждается или говорит неточно. Тогда его слова не принимаются. Второе. Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте не велит отвергать сообщение. Он не велит отвергать. Он не говорит «не принимайте», если даже он нечестивец. Аллах Тааля не сказал «не принимайте от него сообщение». Он сказал «разузнайте, уточните». То есть ты какие-то отношения, ты что-то делаешь где-то с кем-то, у тебя там, пусть общий бизнес, общее дело, и кто-то тебе что-то доносит о твоем партнере. И ты знаешь, что это какой-то там болтун, и он тебе что-то сказал. Все равно уточни. Уточни, Аллах Субхану говорит, уточните. То есть так ты успокоишься, если ты уточнишь. Если ты просто оставишь, ты все равно будешь беспокоиться, вспоминать это слово. А может, действительно он правду сказал, потом будешь думать. А если ты сразу уточнишь, ты точку поставишь. И ты не будешь уже потом сомневаться, ходить, а может так, а может это. Поэтому нужно уточнять. И Аллах Субхану Тааля не говорит обвинять его во лжи, да, этого нечестивца, и вообще не принимать его свидетельство. Он велит уточнять. Так если есть основания и доводы извне, указывающие на его правдивость, то следует руководствоваться доказательствами его правдивости. И неважно, кто принес сообщение. Третье. Аят порицает поспешность. Этот аят говорит нам о том, что мы не должны спешить с выводами. Когда мы что-то узнали, когда нам что-то сказали, когда нам что-то... Не спеши с выводами. Пророк ﷺ тех людей остановил. Они спешили уходить. Пророк сказал: стойте, остановитесь. То есть давайте до конца все, разузнайте до конца. И он сказал: это моя жена. То есть этот аят нас учит не спешить, порицает поспешность распространения вести об осуждении кого-то или чего-нибудь. И это осуждение, зачастую оно приносит вред. Мы, осуждая кого-то, мы приносим вред этому человеку. Ты услышал о ком-то что-то, теперь рассказываешь это другому, что он такой, он сякой, ты вредишь этому человеку. Ты его репутацию, его честь, вредишь его репутации и чести. Поэтому ты не должен торопиться, потому что честь любого мусульманина, она запретна. Честь любого мусульманина, она запретна, поэтому обсуждать кого-то
если это, тем более, если это неправда, и ты не уточнил, и ты не разузнал об этом, это является греховным. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля осуждает людей, поступающих подобным образом. Аллах осуждает. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Ан-Ниса, когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. То есть в этом самом Аллах Субханаху ва Тааля говорит, чтобы люди не спешили и не делали поспешность в распространении, а доводили это до тех людей, которые могли бы разузнать, решить это, поставить точку. А ты вот так вот, распространяя какую-то информацию, ты сеешь смуту, во-первых. Людей спокойствие может пропасть из-за этого. Поэтому, если даже это какая-то проблема, если это какая-то даже плохая весть, ты должен обратиться и рассказать эту проблему тем людям, которые могут остановить эту проблему, решить, но не распространять, не спешить в распространении непроверенной информации. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: так нет же, они объявляют ложью знания, которые не способны постичь. Четвертое, что мы можем из этого извлечь: обоснование этой этической нормы словами, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, и не то вы будете сожалеть о содеянном. Эта часть аята дает нам понять, что передавать слова кого бы то ни было опасно, в особенности, если предположение о том, что эти слова правдивы, влечет за собой обвинение или клевету в чей-либо адрес. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в конце что сказал аята? Не то вы будете сожалеть о содеянном. То есть, если человек будет распространять информацию, не проверяя, принимать информацию, не проверяя, не уточняя, человек будет сожалеть об этом потом. И на самом деле это приводит к тому, что когда человек получил какую-то информацию, даже не о ком-то, а о чем-то, и вот он получил, и все, и начинает что-то делать на основе информации там какой-то, какая-то информация пришла там, и все, он там начал суетиться, и в итоге потом оказывается, что это неправда. Этот человек потом, что он столько сил, может, потратил, там деньги куда-то, может, вложил уже из-за этого, что-то продал, может быть, из-за этого, да? А потом оказывается, что эта информация не проверена. И что потом случается? Этот человек будет сожалеть, там, деньги пропадут, сгорит, еще что-то, время потратил, силы потратил, деньги потратил. И все. Из-за чего это все? То, что ты не проверил, то, что ты не разузнал ничего. Таким образом, когда нам стала ясна суть данного аята, данного правила, мы, мусульмане, должны максимально стараться применить это правило в жизни. И очень горько наблюдать за тем, как братья по вере наносят друг другу вот эти раны, вот эти словами ранят друг друга, нарушая это ясное предписание, которое Аллах Субханаху ва Тааля нам дает. То есть, когда о ком-то что-то слышишь, нужно проверить, спросить, уточнить. Зачастую мы начинаем делать выводы о ком-то, отношения портим из-за каких-то слухов просто, из-за каких-то слов, кто-то что-то сказал, не удостоверился, не узнал. Даже иногда бывает так, что ты какую-то информацию слышишь от самого человека напрямую, да, от первого источника. Но из-за того, что ты не уточняешь, возможно, ты неправильно понял, возможно, что-то не совсем правильно выразился, из-за этого информация неправильно понимается, и уже отношения между людьми портятся из-за этого. Еще больше положение усугубляется по причине передачи информации современными средствами, да, это такими как мобильный телефон, интернет и другими способами. То есть это вообще, то есть чтобы там какую-то информацию распространить, там, чтобы это 1000 людей увидело, это какие-то секунды хватает. Что-то где-то написал, что-то где-то отправил, ссылку скинул, все, 1000 людей эту информацию увидели. А то, что ты скинул, то, что ты отправил, ты проверил это. То есть даже можно привести пример, чтобы всем было понятно, например, чаты, да, есть, у нас есть чаты мусульманские там, даже с нашего города, да, там, среди мусульман. То есть когда ты что-то туда скидываешь, какую-то информацию, прежде чем ты ее туда скинуть, то есть если ты ее туда скинешь, ее увидят сотни людей.
И когда эти сотни людей увидят эту информацию, они, примут эту информацию, кто-то что-то начнет делать из-за этой информации. И ты берешь на себя всю ответственность того, что произойдет после этого. Ты, скидывая какую-то информацию, ты берешь на себя ответственность. Пусть даже ты актуально объявляешь сбор какой-то, да? Ты переслал какой-то сбор, что где-то идет сбор, да, например. Ты просто там где-то увидел, переслал. Ты должен проверить сначала, разузнать, прежде чем пересылать. Но это же не я объявил, но ты же пересылаешь. Ты же другим рассказываешь, а не проверил. Поэтому, прежде чем что-то переправлять, ты должен удостовериться, проверить. Потому что если даже ты какой-то отправляешь сбор какой-то, да, в группу, и ты не проверил, просто кто-то там где-то отправил в группе, ты в другую группу переслал, а потом кто-то отправляет деньги с этой группы, которую ты переслал, да, ты несешь ответственность за те деньги, которые по причине тебя пересылают. Ты как бы и награду получаешь, если это все правильно, если там все правильно, все хорошо, ты и награду, иншаллах, получишь. Но если это непроверенно, и это неправильно, и там недостоверно, и эти деньги не туда уходят, ты будешь отвечать за эти деньги. Потому что ты стал причиной того, что эти деньги туда перевелись, то есть по шариату так. И ты, когда что-то где-то распространяешь, ты должен удостовериться, потому что ты берешь на себя всю ответственность последствий, которые произойдут после твоих слов или после твоих сообщений. И самая страшная ложь, которая, наверное, может возвестись, да, то есть хочу обратить тоже на это внимание, которая может возводиться всеми этими средствами на кого-либо из людей, это клевета на Аллаха Субханаху ва Тааля, это клевета на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть какие-то сообщения, какие-то связанные с религией, или какие-то слова, связанные с религией. Когда ты что-то распространяешь, что-то говоришь, связанное с религией, и ты не проверил, и ты не удостоверился. Это самая страшная ложь. Это самая страшная вещь, которая может быть. Потому что ты, если это неправда, ты становишься тем, кто возлагает ложь на Аллаха, получается, или на его религию, или на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому нужно быть очень осторожным, когда ты что-то пересылаешь, особенно касаемо религии, кому-то там родственникам, не родственникам, то есть особенно тем людям, которые не знают, да, не в курсе, и ты им что-то там переправляешь, они как чистую воду кто пьет, принимают эту информацию как за чистую, а ты даже не проверил, а это там какая-то там вообще неправильно, например, что-то. Какие-то истории недостоверные, изречения недостоверные, а ведь некоторые из них и вовсе являются ложью, возможно, которые вообще непристойно приписывать кому-нибудь из людей, не говоря уже о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая опасность – это поспешная передача информации от имени ученых, в особенности от имени тех из них, чьих заключений ожидают люди, отслеживают их слова и высказывания. Все это категорически запрещено. И есть и коранические правила, о котором мы с вами сейчас, о котором говорим, о тех, которые уверовали. Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, приказывает нам уточнять и удостовериться в услышанном сообщении. То есть мы должны всегда уточнять и удостовериться о том, что мы услышали. Если какой-то нечестивец, если какой-то там простой человек принес вам информацию какую-то, то есть эта информация может какая-то даже неважная, разузнай. А когда эта информация касается религии, когда эта информация касается о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, то ты тем более должен удостовериться, потому что это очень важно. Тут обязательно ты должен это проверить, удостовериться. И в этом правиле, то есть мы сейчас в общем сказали, да, когда ты от людей какую-то информацию слышишь, когда ты касаемо религии что-то, да, там пересылаешь и так далее, да, там, то, что ты видишь, ты должен удостовериться, это действительно так, это правда, неправда, там, да, разузнать, спросить у знающих людей, да, то в этом правиле также нуждаемся мы нуждаемся в бытовой своей жизни, то есть в отношениях с супругами, отцы и дети в отношениях с друг другом. И Аллах Субханаху ва Тааля сам знает, да, сколько семей пострадало из-за нарушения этого коранического правила. То есть что-то даже семьи распадаются из-за того, что просто ты не уточняешь, не разузнаешь до конца, да, то есть какие-то выводы поспешные делаешь, не уточняя. Поэтому в семье, с родителями,
с женой, с детьми, то есть со своими родственниками, мы тоже должны применять это правило. Обязательно. То есть, потому что из-за этого может разрушиться семья, из-за этого может разрушиться отношение между отцом и ребенком. То есть из-за каких-то просто он что-то услышал, неправильно понял, кто-то ему что-то сказал, тот не удостоверился, не уточнил, ему показалось, ему послышалось. И вот на этом люди расходятся. И вот на этом супружеские отношения портятся. А иногда просто нужно уточнить, переспросить, разузнать еще раз. И этого не хватает. Почему-то люди как-то, может, гордость мешает или что, где-то вот сесть, разузнать, переспросить еще раз, уточнить, что имелось в виду. А потом приходят, например, да, там, пусть в мечеть, да, там, к имаму или к казы приходят, оказывается, потом оба садятся, оказывается, даже им просто нужно было за один стол сесть. Я, оказывается, я тебя так понял, а я тебя, оказывается, так понял. Вот так начинается. То есть часто так бывает. А я так понял, а я так понял. То есть просто они не уточнили, не разузнали просто. Это даже в отношениях с супругами, с партнерами. Иногда вот этого не хватает. И поэтому каждый мусульманин, который старается жить по тем законам, по тем предписаниям, которые Аллах Субханаху ва Тааля установил, он должен быть богобоязненным и воплощать эти законы, эти предписания Аллаха Субханаху ва Тааля, эти советы в свою жизнь. И посредством этих советов, этих предписаний человек будет облегчать себе в жизни, то есть его жизнь будет становиться лучше, легче. То есть Аллах Субханаху ва Тааля нам подсказывает, как нам быть, что нам делать. И поэтому мы должны прислушиваться к этим нравственным нормам, к этим предписаниям, которые нам Аллах Субханаху ва Тааля дает в Коране, которые посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям учит нас. И одно из таких правил, которые мы с вами сегодня взяли, это вот те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте. И мы сказали, что не обязательно это нечестивец. Может быть, это просто человек какой-то, может быть, это даже доверенный человек, но все равно, может быть, иногда нужно уточнить еще раз, переспросить, разузнать. Мы должны уточнять информацию и проверять. И мы сказали две вещи, да? Это первое, это на самом деле ли это произошло, то есть достоверность, и второе, причину, подоплеку, которая лежит в этом случае или в этом разговоре, в этом слове. Почему причина? Мы это все должны уточнять. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас теми, кто учится этике Корана и притворяет ее в жизнь. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля облегчит нам это. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейх. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху